Власти России в последнее время все чаще стали преследовать, задерживать и депортировать на родину выходцев из стран Центральной Азии, преследуемых властями их стран. Это чаще всего люди с активной позицией, не согласные с происходящими в своих странах политическими процессами. Так, например, 26 мая после задержания бесследно исчез 34-летний уроженец Кашкадаринской области Узбекистана Шохрух Базаров, в отношении которого ЕСПЧ вынес решение о применении правила 39 о невыдаче его в Узбекистан. Правозащитник Бахром Хамроев выяснил, что в похищении Базарова принимали участие сотрудники ФСБ России. Для его задержания были привлечены сотрудники ФСБ. В день задержания Шохруха привезли в аэропорт Домодедово и сразу отправили в Узбекистан. Утром он отправил проживающей в Казани жене СМС-сообщение, в котором написал: «Меня доставили в Ташкент, другого выхода теперь нет», рассказывает Хамроев. Ранее, 18 мая, бесследно пропал таджикский активист движения «Группа 24» Рахмаджони Махмаджон. Ни его родственникам, ни соратникам о местонахождении активиста ничего не известно. Известно также, что до исчезновения он получал угрозы в свой адрес и жаловался на преследование со стороны неизвестных людей, отмечает «Настоящее время». Московский адвокат Тимофей Широков, имеющий немалый опыт в защите мигрантов из стран Центральной Азии, ответил на вопрос журналиста «Настоящего времени» о том, является ли Россия безопасной страной для активистов и политических беженцев. К сожалению, для этих людей существует реальная угроза, и я всегда говорю тем клиентам, с которыми работаю, и кого удается вытащить из следственных изоляторов, из центров содержания иностранных граждан. Россия не та страна, где вы можете ожидать верховенства права. Ищите любые возможности уехать отсюда, сказал Широков. Соответственно, в дальнейшем, да, с ним проводится процесс.